Доброго вам утра, уважаемые телезрители! В эфире программа «Утро Ингушетии» и с вами Хава Зурабова. Сердце – это один из самых важных органов у человека. Без сердца человек не сможет жить. Сердце вместе с человеком радуется, смеется, пугается, страдает, переживает. Сердце еще называют сосудом для души. Некоторые народы Африки называют сердце вместилищем ума. Сердце берет на себя самую большую нагрузку. Оно отвечает за весь организм. По этой причине сердце всегда должно работать как часы. Всемирный день сердца впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации. А все подробности в сюжете Айны Куриевой. Сердце играет настолько важную роль в нашей жизни, что во всем мире решено было отмечать специальный день сердца. В этот день принято уделять особое внимание самому важному органу в нашем организме. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Для того, чтобы это не произошло, необходимо проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. У нас в республике, как и во всей стране в целом, большой процент сердечно-сосудистой заболеваемости. Раннее выявление болезней, их профилактика, своевременное лечение является залогом сохранения здоровья. Правильный образ жизни, адекватные физические нагрузки, сбалансированное питание помогут избежать многие болезни, в том числе и заболевания сердечно-сосудистой системы. Факторами риска возникновения болезней сердца являются повышенное кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение и многое другое. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. 30 сентября Всемирный день сердца. Я поздравляю всех кардиологов, детских кардиологов, терапевтов, кардиологов с этим замечательным праздником. Я желаю каждому врачу максимального реализации своего творческого потенциала. Пациентам я желаю крепкого здоровья, чтобы было как можно меньше повода обращаться к врачам. Каждый из нас должен беречь не только свое сердце, но и здоровье сердец своих близких. Айна Куриева, Хава Зурабова, Исрафил Султыгов, Анзор Чехкиев. Утро Ингушетии. В настоящее время в России весьма остро стоит и обсуждается вопрос о состоянии дорог и безопасности движения. Несмотря на то, что статистика фиксирует снижение основных показателей аварийности на дорогах по причине плохого дорожного покрытия, однако до показателей развитых стран нам еще далеко. В нашей республике, хоть и в меньших масштабах, мало-помалу все-таки благоустраивают дороги. Об одном из таких позитивных случаев расскажет моя коллега Аза Картаева. Одной из первоочередных и приоритетных задач администрация города Назрань считает строительство и благоустройство дорог. С каждым днем все заметнее радующие глаз изменения. Уложена тротуарная плитка, заасфальтировано более 10 тысяч метров дорожного полотна благоустроенной улицы. Раз обращались в прошедшие года даже в мэрию нашего города, чтобы нам проложили тротуар хотя бы для детей, потому что негде было проходить детям, родителям и нам, учителям. Наконец-то администрация города Назрань исполнила наше желание, и нам проложили тротуар. И все дети, и родители, мы очень рады, что дети могут ходить теперь по пешеходной дороге. Раньше мои учителя, дети были обрызганы, очень грязные были. Большое-большое спасибо мне хочется сказать своему выпускнику Тумгоеву Алихану.
Я сама выпускница этой школы, у меня все дети в этой школе учились. И никогда не было нормальной тропинки, чтобы дети могли пойти, вечно грязная обувь, ездили в машину, переживали за детей. Сейчас в этом году администрация проложила вот этот тротуар, то, что очень удобно, хорошо, не переживаешь за детей. Хочется выразить большую благодарность администрации района, директору школы, всем учителям, которые посодействовали тому, чтобы проложили вот эту тропинку, чтобы дети могли спокойно проходить по этой тропинке и родители не переживали. Раньше приходилось по стряпке гулять, и было сложно, все время пачкались, и одежда, и обувь, было неудобно как-то. А сейчас теперь уже все нормально. В начале года как-то приятно даже выйти на учебу, и погода даже радует. Проложили, да, с весны. Чувствуем удобно, да, удобно сейчас. Это была хостес бежи, здесь хуже. Я хошь по уходу, там чего да уж бежи. Это приятно, да узел да вот шхабагаш. Халка хошь тут бежишь ухо. Я была чорязет, да я была. Казалось бы, ничего особенного, всего лишь 10 тысяч метров благоустроенной дороги, но какую огромную радость доставили авторы проекта водителям и пешеходам. И это не предел. Процесс благоустройства продолжается. Доброе дело, совершаемое главой администрации города Назрань Алиханом Тумгоевым, переживет его не один десяток лет. Аза Картаева, Адам Плиев, Магомед Гадиев, Магомед Мальсагов. Утро Ингушетии. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию рубрику «В мире интересного», в которой мы расскажем вам о самых красивых городах мира. Города формируют красоту и разнообразие этого мира. Многие из них не только самые посещаемые туристами, но и самые загадочные и неповторимые места, которые отражают историю нашей цивилизации. Каждый имеет свою собственную историю и очарование. Предлагаем вашему вниманию десятку самых красивых городов в мире. Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и крупнейший город на Британских островах. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелевую башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Париж – город любви, город свободы, город беспечной жизни. Сидней – самый большой город Австралии. Многие считают, что он является столицей государства, но это не так. Со своим 4-миллионным населением Сидней совсем не похож на другие мегаполисы. В нем сошлись воедино очарование старых домов, построенных в стиле Средиземноморья, и красота новейших небоскребов. Город, который сплошь и рядом усеян пляжами, парками и горами. Амстердам, Голландия. Свободный и ненавязчивый. Вот те эпитеты, которые приходят на ум при слове Амстердам. Основан в 1275 году. В Амстердаме расположен музей Ван Гога, дом-музей Рембрандта и еще множество других интересных мест. Но это именно тот случай, когда ровным счетом ничего не добавить, не отнять. Собственно, в Риме каждый турист просто обязан побывать хотя бы один раз. Вот просто-таки обязан. Мадрид, Испания. Один из наиболее любимых туристами городов. Жаркий, веселый и интересный. На карте мира появился в античные времена. Как говорит легенда, был основан героем по имени Окни. Развился город из крепости Маджерит, которая впервые упоминается в 932 году. Здесь находится один из крупнейших музеев Европы – Прадо. А вообще в Мадриде большое количество различных музеев. Мельбурн, Австралия. Те, кому довелось побывать в этом городе, утверждают, что он необычайно красив. В нем удивительная архитектура, которая поражает воображение многих заядлых туристов. Словом, лучше один раз увидеть. Берлин, Германия. Это город, в котором огромное количество молодежи. Именно поэтому старый Берлин производит впечатление молодого города. Вообще богат историей, так что здесь есть на что посмотреть и помимо молодых людей на улицах. Нью-Йорк является наибольшим городом в Соединенных Штатах. Область города Нью-Йорка является одной из самых больших городских областей в мире. Многие столетия это был один из главных центров в мире торговли и финансов. Нью-Йорк оценен как альфа-город мира для его глобальных влияний в СМИ, политике, образовании, развлечении и моде. Город – главный центр иностранных дел. Здесь находится штаб Организации Объединенных Наций.
Барселона – второй по населению город в Испании, столица автономной области Каталония и одноименной провинции, крупнейший промышленный и торговый центр Испании, один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах. Ну а на этом наша передача подошла к концу. Далее, как обычно, вас ожидает прогноз погоды на завтра и музыкальный презент. Ну а редакция «Утро Ингушетии» прощается с вами. Хорошего вам дня. Берегите себя и своих близких.